Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «По сводкам ОМВД». В студии Оксана Александрова и коротко о некоторых происшествиях, случившихся на территории города Канаш за прошедшее время. В период времени с 20 апреля по 27 апреля неустановленное лицо путем пробития верхней бетонной плиты проникло в гараж гаражного кооператива «Восток-3» и похитило 2 велосипеда. Первый подростковый марки «Стелс» стоимостью 2000 рублей и второй неизвестной марки стоимостью 2000 рублей, фотографии которых вы можете увидеть на своих экранах. Также похищена мотопомпа стоимостью 5000 рублей. Тем самым причинил владельцу материальный ущерб на сумму 9000 рублей. Возбуждено уголовное дело. 27 апреля в МВД РФ по городу Канашу обратилась гражданка нашего города о том, что 20 апреля она заказала через интернет-ресурс сотовый телефон марки Huawei. При получении заказа в Почте России по адресу город Канаш, проспект Ленина, дом 22, гражданка расплатилась в сумме 13 337 рублей 80 копеек за посылку. В ходе осмотра посылки обнаружила, что вместо обещанного телефона Huawei находился телефон Beeline Smart S стоимостью 500 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Немного статистики. За апрель 2019 года зарегистрировано 40 преступлений. Из них 12 неочевидных. Раскрыто ранее совершенных 8 преступлений. Разыскано 4 преступника, 3 несовершеннолетних. Установлено местонахождение 3 без вести пропавших лиц. За период январь-апрель текущего года составлено 3677 административных протоколов. К административному аресту подвергнуто 175 лиц. В апреле текущего года зарегистрировано 29 мелких хищений. Из них 11 лиц, совершивших данное хищение, не установлены. Отделом МВД России по городу Канашу устанавливается личность молодого человека, который около 13 часов 19 апреля этого года, находясь в подъезде дома 12 Восточного района города Канаш, брызнул неустановленной жидкостью в сторону несовершеннолетнего мальчика, жителя данного дома, который с ожогами слизистых дыхательных путей обратился в больницу. Уважаемые телезрители, если вам знакомо данное лицо, которое вы видите на своих экранах, просим сообщить в отдел полиции. Анонимность гарантируется. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогие горожане, приближается великая дата празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. От имени руководства и личного состава отдела МВД России по городу Канашу тепло и сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы. Сегодня мы обращаемся к вам со словами благодарности и тепла за ратную службу и самоотверженный труд, за ваш неоценимый вклад в освобождение мира от фашизма. Мы всегда перед вами в неоплатном долгу. Желаем вам и вашим близким долгих лет жизни, благополучия и праздничного настроения. Добрый день, уважаемые жители Канашского района и города Канаша. Я являюсь старшим государственным инспектором регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД ОМВД России по городу Канашу. Напоминаю вам, что регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД ОМВД России по городу Канашу оказывает 2 вида государственных услуг: проведение регистрационных действий автомототранспортных средств и прицепов к ним, прием квалификационных экзаменов, обмен и выдача водительских удостоверений. Все эти услуги вы можете получить, используя единый портал государственных услуг www.госуслуги.ру. Для этого вам необходимо через личный кабинет пользователя подать заявление на регистрацию транспортного средства, выдачу или обмен водительского удостоверения. При этом указать удобную вам дату и время для посещения нашего подразделения. Следующим шагом будет оплата госпошлины. При этом оплатить госпошлину с 30% скидкой вы сможете только после рассмотрения вашего заявления, а также только в том случае, если оплатите его безналичным платежом через портал госуслуг. Обращаем внимание, при оплате любым другим способом размер госпошлины остается прежним, то есть без скидки. А также напоминаем, что скидка 30% при уплате государственных пошлин через портал госуслуг действует до 31 декабря 2020 года. Спасибо за внимание.